Оралманы из Китая нелегально сумели перейти казахскую границу и попросить политического убежища на исторической родине. Они рассказали о пытках в китайских лагерях перевоспитания. Я не выдержал побоев и взял на себя вину за то, чего не совершал. Пока пытали, не давали ни еды, ни воды. В итоге я там отсидел 4 года и 8 месяцев. В Евросоюзе и НАТО призывают Турцию прекратить операцию в Сирии. Тем временем войска Башара Асада выдвинулись навстречу турецким дивизиям с целью отражения агрессии. Курды сообщают, что сотни экстремистов исламского государства уже сбежали из лагерей и тюрем. Они несут ответственность за задержание, содержание под стражей и побег любых бойцов ИГИЛ. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В бишкекской студии я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Двое этнических казахов, граждан Китая, незаконно пересекли границу, чтобы попросить политическое убежище в Казахстане. По прибытии в Алматы они провели пресс-конференцию, а затем добровольно пошли сдаваться в миграционную полицию. Шолпан Оразбекова продолжит. Нейтральную зону между границами Китая и Казахстана Кастер Мусаканулы и Мурагер Алимулы проходили пешком ровно 5 дней. Затем перешли рубеж в Восточном Казахстане и еще столько же добирались до Алматы. Все это время шли пешком, без документов иначе никак. Паспорта остались у китайских властей. Чтобы их не депортировали обратно в Китай за незаконное пересечение границы, беженцы выступили перед журналистами в Алматы и заявили, что просят в Казахстане политическое убежище. Я и Кастер Масанкаулы были вынуждены перейти границу, и мы пришли сюда, чтобы рассказать о том, что в действительности происходит на территории Китая. Все находящиеся там казахи очень страдают. Только в нашем городе Дурбульжин, это маленькая местность, 9 колоний. Стариков заставляют сбривать бороду. Показывать, что ты мусульманин, нельзя. Могут посадить по меньшей мере на 5 лет в колонию политического перевоспитания. Я сам там был 3 раза. Каждый раз задерживали на 24 часа и все это время пытали. Мужчины сразу признались, они планировали добровольно сдаться миграционной полиции. Пресс-конференция – это страховка. После резонанса казахские власти будут вынуждены реагировать и, возможно, не выдадут их обратно в Китай. За беженцев вступились правозащитники объединения «Атажурт Ерклера» и Международное бюро по правам человека. Сейчас этих людей казахстанские власти могут осудить за незаконное пересечение границы и выдать Китаю. Наше бюро намерено требовать, чтобы их ни при каких обстоятельствах не выдворяли из страны, не возвращали китайским властям. Мы намерены контролировать это дело, потому что нарушение прав этнических меньшинств в Китае, а также их притеснение, известно всему миру. В лагерях политического воспитания в Синьцзяне находится очень много казахов и других представителей мусульманских народов. Это Кастер Мусаканулы видел собственными глазами. Он и сам подвергся недельной пытке. За что именно он оказался в застенках, Кастер не знает до сих пор. Говорит, что надзиратели заставили его признаться в преступлении, которого он не совершал. Как только меня привезли в лагерь, первую неделю мне заковали руки и ноги. Стали постоянно бить, говорили, что я должен признаться в нескольких преступлениях. Я не выдержал побоев и взял на себя вину за то, чего не совершал. Пока пытали, не давали ни еды, ни воды. В итоге я там отсидел 4 года и 8 месяцев. После пресс-конференции правозащитники вместе с беженцами из Китая направились в миграционную полицию. Оттуда представители погранслужбы их увезли на допрос. По словам руководителя объединения «Атажурт Ерклера», из разговора с пограничниками стало ясно, что тем не понравился сам факт проведения пресс-конференции. По пути они спрашивали, почему сразу не приехали в пограничную службу. Я сказал, что если бы они пришли сразу, вы бы их выдворили в Китай. А в Китае, оказывается, знают об объединении Атажурт, поэтому они приехали именно к нам за помощью. Говорить с журналистами представители погранслужбы КНБ не стали. Адвоката Бауржана Азанова все же пригласили внутрь. Он полагает, что все это напоминает историю другой сбежавшей из Китая этнической казашки Сайрагуль Саудпай. Получить политубежище в Казахстане женщине так и не удалось. Шолпан Оразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время Азия. Казахстан. Какой будет судьба этих казахов? Получат ли они политическое убежище в Казахстане или им откажут, как это было уже с другими этническими казахами, проживавшими в Синьцзяне? Об этом мы поговорим прямо сейчас. С нами на прямой связи известный казахстанский адвокат Айман Умарова. Госпожа Умарова, здравствуйте. Вы защищали этническую казашку Сайрагуль Саудпай, благодаря которой все узнали о том, что в китайском Синьцзяне существуют лагеря политического перевоспитания. Ей суд Казахстана гражданство не предоставил, и она была вынуждена уехать в Европу, где ей согласились предоставить политубежище. Как вы думаете, вот эти два этнических казаха, которые сбежали из Китая, повторят ее судьбу? Я не могу сказать, повторят или нет, потому что это был исключительный случай, именно то, что она уехала в Швецию
А будут ли в дальнейшем точно такая же история и точно так же закончится, не могу сказать. Но я думаю, скорее всего, уголовное дело, естественно, зарегистрируют за незаконное пересечение границы, и далее будет суд решать, либо просто осудить, либо осудить с депортацией. И, конечно, возможно, после этой огласки, возможно, депортации не будет. Но вопрос политического убежища, я думаю, что, скорее всего, не дадут политическое убежище. Именно убежище по политическим мотивам, поскольку это будет означать испортить отношения с Китаем. То есть в этом случае как Могут оставить их, да. То есть Могут оставить их, может быть, там, воссоединение с семьей или каким-то другим, но не как политическое убежище. А может ли быть такой вариант, что как Сайрагуль им позволят выехать в какую-нибудь другую страну, ну, европейскую, может быть? Ну, это не исключено, но дело в том, что у нас этот паспорт, проездной паспорт, он не соответствует стандартам, как говорят правозащитники некоторые. Хорошо. Поэтому вряд ли это удастся. Вашим клиентом был и Серикжан Билаш, который активно поднимал вопросы притеснения этнических казахов в Синьцзяне. Власти обвинили его в разжигании розни, но между ними и судом было достигнуто соглашение, при котором Билаша освободили без права говорить о проблемах казахов в Китае. Как сам Билаш говорил в интервью Азатыку, власти закрыли ему рот. Почему власти Казахстана пытаются замять все разговоры об ущемлении прав этнических казахов? Как вы думаете? Ну, это очень ответ простой, вы понимаете, это политика. И поэтому здесь очень сложно говорить. Здесь в приоритете идут скорее политика, сама политика, но не права человека. Политика, она может быть связана с инвестициями, всеми чем угодно. Что касается Биаша, Биаш сам подписал процессуальное соглашение. Я не подписала процессуальное соглашение, поскольку посчитала, что его вины нет и в том, в чем его подозревали и обвиняли. Госпожа Умарова, скажите, пожалуйста, насколько я знаю, вы ведете дела и других казахов, которые приехали из Китая в Казахстан. Расскажите, пожалуйста, насколько их много вообще? Их очень много. Я скажу так, что я стараюсь делать первое. Для меня очень важен сам клиент и результат. И если Сын этой это женщины можно сделать и без огласки, то я это делаю без огласки, потому что иногда берут подписку о неразглашении данных следствия. И очень данных коротко, пожалуйста, досудебного можно еще последний вопрос вам задам. Как вы думаете, вот те санкции, которые США ввели против партийных деятелей Китая по поводу того, что притесняют этнических казахов, уйгуров и других меньшинств Китая, как это может дальше отразиться в целом ситуации? Это может отразиться положительно на этнических казахов, которые находятся сейчас в Китае. И я хочу сказать, что очень печально, что это не Казахстан сделал, это сделала Америка. И поэтому я благодарна Соединенным Штатам Америки за такие санкции. Надеюсь, ситуация изменится. Госпожа Умарова, большое вам спасибо за интервью. Всего доброго. До свидания. Братьям из китайского Синьцзяня, этническим татарам, грозит депортация из столицы Татарстана Казани на родину. Молодые люди уверены, что как только они вернутся в Китай, они окажутся в лагерях политического перевоспитания. Подробности в сюжете Мусы Казакова. Так вышло, что вместе нашей встречи с Шахризатом проводили акцию, посвященную Дню памяти защитников Казани, погибших в сражении с войском Ивана Грозного. Но у молодого человека куда более насущные проблемы. Шахризат уже 1,5 года не общался с родителями. По имеющейся информации, их отправили в лагерь политического перевоспитания для этнических уйгуров-мусульман. Когда он последний раз говорил с отцом и матерью, они просили его с братом не возвращаться в Китай, после чего связь с ними оборвалась. Шахризат из смешанной татаро-уйгурской семьи. Опасаясь за свою безопасность, молодой человек попросил не снимать его лицо, а брат вообще отказался говорить. Через друг узнал, мои родители там. И я сразу начал в убежище в Казани, в России, федеральном. Шахризат и его брат – студенты Казанского федерального университета. Сейчас им необходимо продлить визу. Как выяснилось, для этого им необходимо вернуться на родину, где их ожидает отнюдь не теплый прием. В Казани департамент на учебу они не сказал, не может сделать на новую визу, просто сказал, мне должен уехать в Китай, там, где в Пекине, там консульство, там можно сделать. Не будут поехать в Китай, просто мне опасно там.
И я сразу в адвокат рассказал, потом она мне помогала на убежище в Казани. Братья также обратились к правозащитникам. Сейчас их дела о предоставлении убежища в России рассматриваются в судах. Одному из них миграционная служба в убежище уже отказала, что, со слов правозащитников, является обычной практикой для России. В случае, если чиновники признают отказ от предоставления убежища российскими судами, юристы намерены дойти до Европейского суда по правам человека. Рядом с ним учится еще один студент. Студент тоже Казанского вуза, который находился в этом концлагере. Запрещали читать Коран, запрещали разговаривать на родном языке. И администрация вот этих концлагерей, они, то есть, заставляли, что ли, изучать их конституцию Китая, разговаривать на китайском языке. Тот, кто не слушался, был тот, кто был против, то есть они несли наказание. Действительно, в Китае идет репрессия. Мы поэтому, с одной стороны, судебные инстанции, с другой стороны, другие есть возможности. Сейчас будем буквально обращаться в международную ООН, международную структуру во всех. Лишь в конце, после долгих уговоров, молодой человек согласился сказать несколько слов на камеру. А мне нужна помощь на международная Российской Федерации. Со слов правозащитников, практики ЕСПЧ решения по уйгурам, просящим убежище в России, пока не принимались. И студенты, возможно, станут первыми обратившимися в Европейский суд. Муса Казаков, Эдгар Шагиахметов. Специально для программы «Настоящее время. Азия. Россия. Казань». Я отмечу, официально Пекин отрицает все обвинения в нарушении прав человека и считает свои действия борьбой против экстремизма. Западные правительства и правозащитники неоднократно заявляли, что лагеря – это центры содержания под стражей, предназначенные для искоренения культуры уйгуров и исламской практики в Восточном Туркестане. Оппозиция вне закона. Верховный суд Таджикистана запретил на территории страны деятельность очередного оппозиционного движения. Экстремистско-террористическим объединением признан Национальный альянс Таджикистана. Он был создан 4 таджикскими оппозиционными организациями в Варшаве в сентябре прошлого года. Верховный суд вынес соответствующее решение по ходатайству Генеральной прокуратуры еще 15 августа, однако известно о нем стало только сейчас. Согласно решению, помимо деятельности Альянса на территории республики также запрещено распространение агит-листовок, литературы, публикаций, аудио и видеоматериалов оппозиционного объединения. Сайты движения Национального альянса в Таджикистане заблокированы. Верховный суд страны официально не разъясняет причину запрета его деятельности. Однако одним из возможных поводов могло стать участие в работе Альянса заочно приговоренного на родине к пожизненному заключению Мухиддина Кабири. Именно лидер запрещенной в Таджикистане партии Исламского возрождения избран руководителем Национального альянса Таджикистана. Между тем, в руководстве Альянса решение суда назвали не имеющим правовой основы. Оппоненты власти заявляют, что правительство Таджикистана привыкло объявлять любую организацию, деятельность которой противоречит его политике, экстремистской. Районный суд Бишкеки постановил обеспечить явку Атамбаева на следующее заседание. Сегодня уже во второй раз срывается слушание по уголовному делу, одним из фигурантов которого проходит бывший президент Кыргызстана. Его обвиняют в соучастии в незаконном освобождении известного вора в законе. Однако Алмазбек Атамбаев отказывается участвовать в заседании. Его адвокаты говорят о правовом коллапсе. Как будут выходить из ситуации власти, возможно, будет известно завтра, когда пройдет повторное слушание. С места суда продолжит Дюбек Бегалиева. Об этом было известно заранее. Бывший президент не приедет и на повторный допрос, но, несмотря на это, журналисты до последнего ждали. Вдруг Атамбаева все-таки привезут. Уже до начала суда стало ясно. Алмазбек Атамбаев решил игнорировать судебные заседания. Весь процесс опальный политик считает незаконным, а привести его на заседание силой закон не позволяет. Не регулируется нормами права в отношении лица, находящегося под стражей и отказывающегося выходить из камеры или же приезжать в суд. То есть это правовой вакуум. Если бы мы увидели, что экс-президента бы освободили из-под стражи, это бы, может быть, было бы сигналом к тому, что суд пойдет по правильному правовому пути. Зато все остальные фигуранты уголовного дела на заседание ходят исправно. Вместе с Атамбаевым в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году обвиняются несколько бывших высокопоставленных чиновников. Один из них – директор гематологического центра, в котором вору в законе поставили фальшивый диагноз – академик Абдухалим Раимджанов. Нет, не буду говорить. Со следствием завершения стали подписывать? Не буду я говорить ничего.
Бывший генеральный прокурор Индира Джолдубаева также не хочет общаться с прессой. Экс-советника службы исполнения наказания доставили на суд под конвоем. А четвертый обвиняемый по делу Алмазбек Атамбаев отказывается выходить из камеры и участвовать в заседаниях. Его адвокат сообщает, что политик написал сегодня заявление о том, что он не будет участвовать в заседаниях. Если обвиняемый сам обратится с заявлением, чтобы дело рассматривали без его участия, то суд имеет право проводить заседание без него, но такого заявления еще не поступало. Суд в итоге постановил обеспечить явку Атамбаева на завтрашнее заседание, но как это сделают, непонятно. Это обычное постановление суда. Как его исполнить? Это уже. Как конвой может исполнить? Он же не может его силой вытянуть. Этот вопрос будем рассматривать завтра в ходе судебного разбирательства. Надо пояснить, что это только одно уголовное дело, по которому проходит Алмазбек Атамбаев. Бывший президент обвиняется в нескольких особо тяжких преступлениях: организации массовых беспорядков, захвате заложников и коррупции. До 26 октября бывший лидер Кыргызстана будет находиться в СИЗО. Смотрите далее в нашей программе. В Евросоюзе и НАТО призывают Турцию прекратить операцию в Сирии. Тем временем войска Башара Асада выдвинулись навстречу турецким дивизиям с целью отражения агрессии. Курды сообщают, что сотни экстремистов исламского государства уже сбежали из лагерей и тюрем. Они несут ответственность за задержание, содержание под стражей и побег любых бойцов ИГИЛ. Сирийская армия сегодня начала занимать основные города на севере страны, которые раньше контролировались курдскими формированиями. Башар Асад отправил войска в регион, чтобы противостоять турецкой агрессии. Подробности у Александра Касаткина. В соответствии с соглашением, которое сегодня ночью заключили представители курдов и официальный Дамаск, войска Асада входят в крупные города на пути турецкого наступления. Тем самым турецкая армия или остановит свое продвижение, или будет вынуждена вступить в бой с регулярной сирийской армией. Ранее сирийская и турецкая армии еще не вступали в прямой вооруженный конфликт. По данным агентства Рейтер, лидеры курдов и представители правительства Башара Асада провели переговоры на базе Хмеймим, где размещается российская авиация. Представители сирийских демократических сил заявили, что были вынуждены обратиться к официальному Дамаску за защитой после того, как бывший союзник курдов, Соединенные Штаты, решили вывести свои войска с севера Сирии. Турецкие власти заявляют, что наносят удары только по военным объектам. При этом поступают сообщения о гибели десятков мирных жителей, в том числе журналистов. Мы знаем, что эти журналисты, в том числе несколько иностранных журналистов, работали в регионе. Их конвой подвергся нападению. Мы с сожалением сообщаем о том, что один журналист погиб, и еще 8 были ранены. По данным ООН, уже около 130 тысяч человек были вынуждены бежать из своих домов. Сегодня президент Турции, которая входит в НАТО, призвал соблюдать пункт договора Альянса, по которому нападение на одну из стран НАТО считается нападением на все страны договора. В настоящее время мы находимся под давлением и преследованием террористической организации. На чьей стороне страны НАТО должны быть согласно 5-й статье? Они должны быть на нашей стороне. В субботу так называемое «Исламское государство» заявило о начале новой военной кампании в Сирии, чтобы отомстить за своих людей, которые содержатся в курдских тюрьмах. Возглавляемые курдами сирийские демократические силы охраняли в том числе 7 тюрем, где находилось более 12 тысяч подозреваемых в связях с ИГИЛ. Уже есть сообщения о массовых побегах. Турция полностью отвечает за действия своих вооруженных сил и ополченческих групп, которые она использует. Они несут ответственность за гуманитарные страдания, которые они причиняют в результате своих военных операций. И они несут ответственность за задержание, содержание под стражей и побег любых бойцов ИГИЛ. Турция начала 9 октября военную операцию под названием «Источник мира» против курдских вооруженных формирований на севере Сирии, которые Анкара считает террористическими. Турция планировала создать вдоль своей границы 30-километровый коридор, свободный от курдских формирований, якобы для того, чтобы вернуть на эти территории 2 из 3 миллионов сирийских беженцев, находящихся в Турции. Александр Касаткин. Настоящее время. Сразу несколько стран Евросоюза выступают за эмбарго на торговлю оружием с Турцией. Нидерланды уже ввели такой запрет на национальном уровне и теперь ждут поддержки своего решения на уровне всей объединенной Европы. В Амстердаме полагают, что Анкара грубо нарушает нормы международного права. Ситуация на севере Сирии рассматривается на заседании Совета ЕС.
На связи с нашей студией специальный корреспондент нашего канала в Брюсселе Григорий Жигалов. Гриш, привет. Расскажи, пожалуйста, какие-то решения Евросоюз уже принял в отношении Турции и ситуации в Сирии в целом к этому часу? Добрый вечер, Шавкат. Европейский Союз призывает Турцию немедленно остановить военную операцию в Сирии. К такому вот решению пришли министры иностранных дел стран ЕС, которые сегодня встретились в Люксембурге на Совете Европейского Союза. И ситуация на турецко-сирийской границе стала, собственно говоря, там главным вопросом. Вот какими опасениями делились министры иностранных дел стран ЕС с журналистами перед началом сегодняшней встречи. Давайте послушаем. Есть опасения, и мы это уже видим, что это ведет к усилению исламского государства. Мы непременно должны это предотвратить. Мы вновь должны дать понять властям Турции и иметь единую позицию в Европейском Союзе. Франция ожидает несколько вещей от этой встречи. Во-первых, осуждение турецкого наступления, незамедлительное требование прекратить операцию, более конкретно, твердую позицию по экспорту оружия в Турцию. Что касается продажи оружия Турции, интересно, что в совместном заявлении по итогам встречи Евросоюз лишь напоминает о том, что ряд стран ЕС приостановили продажу оружия. В переводе с дипломатического языка это можно с одной стороны прочитать как то, что в Евросоюзе нет единого мнения на этот счет. В то же время верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Федерико Могерини пояснила, в ЕС решили просто не принимать эмбарго на уровне организации, чтобы не усложнять процедуру. В то же время, по ее словам, нынешнее решение означает приверженность всех стран ЕС единой позиции. Кстати, сам факт того, что по итогам встречи министров был утвержден единый документ, это уже само по себе знаково. Ну и осторожность Евросоюза в отношениях с Турцией, она легко объяснима. Накануне министр иностранных дел Турции уже пригрозил Евросоюзу, что Анкара может открыть границу с Евросоюзом для сирийских беженцев. Ведь фактически сейчас Турция выступает главным пограничником в регионе. Если Турция перестанет контролировать границу, для Евросоюза это грозит новой волной миграционного кризиса, чего в Брюсселе очень и очень опасаются. Поэтому пытаются, с одной стороны, повлиять на Анкару, с другой стороны, демонстрировать готовность к диалогу и вот важность партнерства. Шавкат. Гриш, еще коротко спрошу тебя, ну и в ближайшее время какие-то еще будут заседания по этому поводу, по сирийско-курдскому конфликту? Конечно, уже на этой неделе, в конце этой недели соберется саммит Европейского Союза. И вот еще до всех этих событий главным вопросом там должен был стать Брексит. Но лидеры стран Европейского Союза, конечно же, будут обсуждать и этот вопрос, наверное, даже в первую очередь. Гриш, большое тебе спасибо. Всего доброго. Сегодня на нашем канале очередная серия проекта «Азия-360». На этот раз автор программы Адилет Бектурсунов побывал в самом большом на планете естественном ореховом лесу Арсланбобе. Это место в Кыргызстане окутано самыми разными легендами. На юге Кыргызстана расположен самый большой на планете реликтовый ореховый лес Арсланбоб. Эти места ученые считают родиной грецких орехов. Многовековые деревья кормят целые деревни. Осенью в этих краях открывается самый большой в Центральной Азии рынок грецких орехов. Арсланбоб – король лесов. Смотрите сегодня на канале «Настоящее время». Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Всего доброго, до встречи. Леночкин брат. Вот месяц-два и все закончилось. Увидишь. Это вот мы ходим просто по пачкам долларов. Закрыли тему. Люда, закрыли тему. Про политику мы не говорим. Я больше не могу здесь оставаться. Я должен вернуться любой ценой. Хотите пойти туда, где каждый день взрывают и разрушают дома? Где дети теряют конечности? Где люди погребены под обломками собственных разрушенных домов?